В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Лошадь – верный друг человека. Рамзан Кадыров посетил ипподром в поселке Шейха Изнаура Несерхоева. О пополнениях в конно-спортивном клубе «Ахмат» расскажет Лейла Муртазова. Безвыходный ужас позади. Мы разделяем вашу боль, и мы проклинаем то руководство Израиля, которое сегодня чинит этот геноцид в ваших домах. Первая группа беженцев из Палестины прибыла в республику. Кто встречал гостей, где они будут размещены и как будет происходить их адаптация в новом месте, расскажет Наталья Депутатова. Молитва – самое сильное оружие верующего. В мечетях республики жители продолжают совершать тахаджуд намазы из-за братьев-мусульман. В своих дуах Творцу они просят мирного неба для всей уммы. Рамзан Кадыров посетил конно-спортивный комплекс имени Сайд-Хусейна Закаева в Грозном. Политик ознакомился с условиями содержания лошадей, а они действительно отвечают самым современным требованиям качества. Скакуны из клуба «Ахмат» регулярно занимают призовые места в престижных состязаниях. О жеребце, которого представили главе региона, и чем он известен, расскажет Лейла Муртазова. Конно-спортивный клуб «Ахмат» пополнился еще одной породистой лошадью. Это же ребенок нашумевшего коня Зазу, который поступил совсем недавно на территории комплекса клуба. Рамзан Кадыров вместе с заместителем председателя правительства Чеченской Республики, министром сельского хозяйства региона Висханом Мацуевым посмотрел на нового скакуна. Испытание легкое пошел. أدي ليري تندينا هين سين شو خخ شو صدق أنا صدقنا حياتي يوم أدي الغلط. Båda sevdin. Ну явно он целил день ходу и что я шорт запас пятся. Зачем делать жмети она шкадил хищин бацавили. Бацаро. Бацаро кадил лахи да. На обозрение были представлены еще несколько лошадей, которые пополнили конюшню. В будущем они будут участвовать в скачках наравне с другими именитыми скакунами. Судьба же ребенка Зазу тоже известна. Его также будут готовить к различным соревнованиям. Совсем скоро с ним начнут заниматься опытные тренеры. Испытания в Грозный ипподроме. На 3 года юинц, а в Европе участвуют и на юи. قد يدينا هين صداعي شو تخايدون طبعا داخل وتشوح رمزان ويش إيديتين هو دون هين صدعني أشتاق شبوه بعد عيولو. Нужно отметить, что забота о лошадях не ограничивается комфортной конюшней и полноценным питанием. Для них предусмотрен индивидуальный уход. Благодаря этому животные сохраняют крепкое здоровье, работоспособность и выносливость.
На территории ипподрома находится 110 лошадей, в основном это английской породы, а также арабской. 43 из них скаковые, с которыми ежедневно занимаются, но в зимний период они отдыхают. В холодное время скакунами будут интенсивно заниматься и готовить их к сезону скачек. Лошади из Чеченской Республики являются сильными участниками в престижных соревнованиях и чемпионами как в России, так и на известных международных ипподромах. Лейла Муртазова, Ислам Ибрагимов, Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести», Чеченская Республика. Первая группа беженцев из сектора Газа в количестве 51 человека прибыла в Чеченскую Республику. Среди них 38 уроженцев России и 13 палестинцев. На перроне столичного вокзала их встретили представители республиканских властей вместе с помощником главы региона, министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым. Их временно разместили на базе отдыха «Горный ключ». Наталья Депутатова о тех, кому пришлось пережить все ужасы, творимые израильским режимом. Первую группу эвакуированных из Палестины встречали на вокзале Грозного помощники главы Чечни и министры регионального правительства, которые организовали приезд беженцев. Многие из прибывших члены семей граждан России хорошо владеют русским языком и обратились к собравшимся на перроне со словами благодарности. И мы просим только один вещь. Делите с нами ваши чувства, и все, больше ничего не надо, и ваши солидарности. Чечня это для нас сегодня имеет большое значение. Когда нам предлагали приехать сюда, мы все сразу согласились, потому что мы знаем, что мы едем не к второй родине, и едем первая родина для нас, потому что где наши родители, наша семья, это большая семья для нас в Чечне. Эвакуированным передали слова приветствия от Рамзана Кадырова, который держал под личным контролем их приезд и дал распоряжение всем службам сделать пребывание беженцев в Чеченской Республике максимально комфортным. Я вам хочу сообщить, что ваше пребывание здесь держит на личном контроле глава региона Рамзан Ахмадович Кадыров, который поручил всему правительственному блоку, всем органам исполнительной власти приложить максимальные усилия для того, чтобы организовать ваше пребывание в регионе на самом высоком уровне. Вам здесь будут оказано внимание, забота, будут созданы все условия. Кому нужна, необходима, будет оказана медицинская помощь. Мы постараемся желающих здесь трудоустроить детей, строить образовательные процессы. С первого дня конфликта регион оказывает помощь жителям Палестины, отправляет гуманитарную и медицинскую помощь в сектор Газа. Во всех мечетях молятся за мир в регионе и защиту мирных жителей. Послезавтра мы встретим здесь вторую группу из более 100 человек. Мы с большим удовольствием здесь занялись организацией на самом высоком уровне. Мы знаем, что, будучи еще на территории сектора Газа, они получали огромную помощь от главы республики. Вначале наш региональный фонд имени Ахмада Хаджи Кадырова оказал финансовую помощь для 20 тысяч семей, чтобы они могли приобрести необходимое для выживания, скажем так, существования. Это продукты питания, медикаменты. То есть на место в сектор Газа была отправлена эта финансовая помощь. Департамент дошкольного образования мэрии Грозного во главе с Хадижат Кадыровой приготовил для всех малышей подарки, сладости и игрушки. На поручение начальника департамента дошкольного образования Хадижат Рамзановны. И будем следить за дальнейшим развитием событий. Будем покупать первые предметы гигиены, одежду, приобретать, конечно. Будем развлекать детей. Уставшие, но счастливые гости отправились в Шалинский район, где в летнем лагере «Горный ключ» им подготовили все необходимое для комфортабельного проживания. Первым делом сразу после приезда в пункт размещения в детский лагерь «Горный ключ» беженцев направили в медицинский пункт. Врачи-терапевты, педиатры, дерматологи, кардиологи. Каждому из прибывших провели полный медицинский осмотр. Он говорит, все очень, тут очень все хорошо, все вкусно. Очень большое спасибо. Для беженцев подготовлена большая программа реабилитации и развлечения. Дети в зависимости от возрастов будут устроены в образовательные учреждения.
Для беженцев подготовлена большая программа реабилитации и развлечения. Дети в зависимости от возрастов будут устроены в образовательные учреждения. Уже сегодня ближе к вечеру для детей организовали ужин, после которого они весело провели время в торгово-развлекательном комплексе «Грозный молл» в центре столицы Чеченской Республики. Наталья Депутатова, Саидемин Мусаев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Жители республики, откликнувшись на призыв Рамзана Кадырова, собираются в мечетях для совершения тахаджуд-намаза. Верующие возносят коллективную молитву за палестинцев и бойцов подразделений из нашего региона, принимающих участие в СВО. Руководитель республики в своем телеграм-канале написал, цитата, «Массовые убийства жителей Палестины, совершаемые сионистским режимом, при активной поддержке коллективного Запада не должны остаться безнаказанными». وين مخاوي مختاس دقيقة بيلا مزح تواجد لا مزح بيلا مزح وجازع يشوف سيتواسي مثلا قشوا دق هشت أوكرانيا وداقوا شو يجري دق فلسطين بوا بس يجري بيوش طبعا لا مزح أوش خيش دوي تلاقيه تمسا مختاس دقيقة بيشوف عدم أوش خيش دوش دو دق قيادة قدوم ومركها أم برتلا دو ومخا برتخل شو ما شاء قير قاني زندير قلوش مسانا ديري سلال دير نحوش ديل شيء بابو خوي مكة فلسطين دوشتو حلوة ما رخذنا سنة تيجي دوشتو قام كولكتيف نزافة وبينا قطوني حوزنا ننزل مشبوك استنجوكتش أمريكا والشرقي نوع يقبلوش دالة بوسو بيجري فلسطين مشبوك برات بوغل بيت المقدس تيجي في المحك برات بيخنا يسيد آخر خلي تيرق تيرا بيجي بوسو بنيخا. Оформить ИП, провести аудит компании, узнать о мерах господдержки, получить услуги маркетинга – все это доступно в центре «Мой бизнес». В республике создана удобная инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса. Она ориентирована на помощь предпринимателям в открытии и развитии своего дела. Валентина Гусевская разбиралась, какие еще услуги там можно получить. Пчелиный мед – это ценнейший натуральный продукт, а природа и климат Чеченской Республики для его сбора самые благоприятные. Нектар местного производства у Джамбулата Межидова покупают не только в регионе, но и по всей стране и даже за границей. Особенно любят чеченский мед в арабских странах. Пасека пчеловода находится в горном районе республики. Там мед получается необычно вкусным и ароматным. Способствует этому обилие цветов и отсутствие промышленных загрязнений. Производят редкий мед из горного молочая и липы, разнотравья и целебный прополис. В данный момент у нас пасека около 200 ящиков улья. В будущем рассчитываем поднять где-то до 1000-1500 ящиков, чтобы у нас было. Нам во всех уровнях власти помогают в развитии бизнеса, помогают участвовать в разных выставках международных. В частности, с помощью этих выставок наладились контакты, и мы продали мед в разных количествах. Там, да, 5 килограммов, 10 килограммов, 100 килограммов, да, вот арабские страны, вот первая партия была около тонны, вторая партия около 5 тонн контейнер был. В европейских странах тоже продавали Италию, допустим, часть, Германия, Бельгия, Дания. Спрашивает, вы это сами делаете? Да, мы сами делаем, говорит. Какой прекрасный народ, говорит, какие прекрасные люди, говорит. Предприниматель продолжает семейное дело. Его отец также был пчеловодом, а дядя травником. Поэтому, кроме меда, в ассортименте есть и натуральный чай. Травы для него собирают вручную, также в горах Итум-Калининского района. А фирменный дади чай уже прославился своими полезными свойствами. Бизнесмен признается, без помощи семьи и регионального центра поддержки бизнеса добиться таких результатов было бы сложнее. Многим начинающим предпринимателям необходима поддержка для успешного развития бизнеса. В нашей республике созданы такие условия для заинтересованных. В центр «Мой бизнес» может прийти действующий или начинающий предприниматель от 14 лет и реализовать свою идею на внутреннем рынке региона или страны. Помощь оказывается в рамках реализации национального проекта малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы, инициированного президентом Российской Федерации. На базе республиканского бизнес-центра открыт центр «Мой бизнес». В его структуру входят такие центры, как Центр поддержки предпринимательства, Центр народно-художественных промыслов, Региональный центр инжиниринга и Центр инноваций социальной сферы. Мы оказываем такую поддержку, как консультации, разработка бизнес-планов, обучение предпринимателей, тренинги, бизнес-игры и многое другое.
Получателями поддержки являются действующие предприниматели, лица, планирующие открыть свое дело, и самозанятые граждане. Вся эта поддержка оказывается на безвозмездной основе. Поддержку получили в этом году уже 3200 предпринимателей, 1170 физических лиц и 1250 самозанятых граждан. Если человек нуждается в финансовой поддержке, Центр помогает сформировать заявку и передать ее в микрофинансовый фонд, который работает под эгидой Министерства экономического развития Чеченской Республики. Партнером Центра «Мой бизнес» является аутсорсинговая компания Global Finance Грозный. Ее руководитель Фатима Фомина проводит семинары в Центре и помогает предпринимателям вести бухгалтерию бизнеса, правильно распорядиться выделенными средствами, выбрать систему налогообложения. Предприниматели раньше открывались как у друга или как у родственника, то сейчас они начинают обращаться действительно к специалистам, таким как я, и узнавать, что и как лучше им сделать. У нас такой как сервис одного окна, то есть от открытия бизнеса до полного его ведения. Именно Чечня у нас на законодательном уровне, местный бюджет принята упрощенная система налогообложения 1%. В принципе, многие предприниматели хотят сюда ехать, вести здесь бизнес, потому что это региональный налог, и он устанавливается властями того региона, где мы находимся. По налоговому кодексу он 6%, у нас в регионе он 1%. Более того, в особых экономических зонах Чеченской Республики налог на прибыль составляет 0%. Есть и другие льготы, о которых мало кто знает. Специалисты и партнеры Центра «Мой бизнес» помогают разработать систему и посоветовать, как лучше вести свое дело, потому что такие сложные процессы возможно делегировать. Поэтому руководство страны и региона активно способствует стабилизации экономики и расширению внутреннего рынка товаров и услуг. Валентина Гусевская, Шамсудин Джабраилов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Генеральный директор фонда имени шейха Заида Анвар Усманов вместе с сотрудниками посетил самое влиятельное инвестиционное и экономическое событие на Ближнем Востоке – финансовый форум Абу-Даби Finance Week. Основное внимание было сосредоточено на теме инвестирования проектов, связанных с энергетическим переходом. Они направлены на сокращение уровня вредных выбросов. Вместе с тем проведены важные встречи с потенциальными партнерами для реализации совместных проектов. Стороны обсудили новые идеи и обменялись приятными пожеланиями. В рамках данного мероприятия мы встретились с руководством головной компании фондом Халифа в лице Алия Аль-Мазруи, обсудили с ней дальнейшие планы взаимодействия и сотрудничества. Также познакомились с новыми потенциальными партнерами для совместных проектов. В Национальной библиотеке имени Абузара Айдамирова подвели итоги реализации социального проекта на грант главы республики «От ветерана ветерану». Мероприятие организовало региональное отделение Общероссийской организации военных инвалидов «ВОИН» при поддержке Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства. На встрече присутствовали участники СВО, родители погибших бойцов при исполнении служебных обязанностей. Присутствующие подчеркнули актуальность и важность данного проекта. Выиграть на главы республики грантер цунахцанкайтер от ветерана ветеранам. Из-за хайохшилу масит шуханер хинца кушара о податина ишт выиграть нистелер твацигар чакала. Ого бишбол болха участниками СВО и с их семьями. Охцана оказывать еще психологическую помощь, юридическую помощь, также социально-реабилитационную помощь, также благотворительные акции Шишуха. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах, в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.